Наш пророк, мир ему и благословение, сказал: «Если вы стоите втроем, не разговаривайте между собой вдвоем, пока третий не присоединится к другим, чтобы не обидеть его». Как же прекрасно сказано, правда? Ведь каждое слово и каждое действие нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха, остается актуальным в любое время. Действительно, когда трое людей собрались вместе, и двое начинают говорить между собой, у третьего невольно зарождаются сомнения. Он может подумать, что они желают ему зла. Многим людям трудно думать о других в хорошем смысле. Мы часто склонны сразу подозревать худшее. Они, наверное, нарочно отдаляются от меня. Если разговор касается денег, то приходит мысль: а вдруг они хотят забрать мои деньги? Если это происходит за столом, то он думает: похоже, они не хотят моего присутствия. Однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха, вечером стоял со своей супругой, а мимо проходили два сподвижника. Чтобы рассеять подобные сомнения, пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал им: «Это моя жена». Они ответили: «О посланник Аллаха, мы поняли». Но он добавил: «Я сказал это лишь потому, что побоялся, как бы шайтан не посеял в ваших сердцах сомнения». Посмотрите, насколько тонко и мудро это. Ведь и мы, порой сами того не замечая, можем разрушить чью-то жизнь лишь одним неверным предположением. Поэтому всегда будьте внимательны в общении с людьми, чтобы никто рядом с вами не почувствовал себя лишним или подозрительным, или подозреваемым. Также сказано: если двое разговаривают, не подходите и не стойте рядом, возможно, они делятся секретом. А если трое стоят вместе, пусть двое не отдаляются и не говорят наедине, оставляя третьего. Замечаете, насколько глубока эта мудрость? Выходит, пророк, мир ему и благословение Аллаха, еще 1500 лет назад научил нас этике общения между людьми. Он также сказал: если ты видишь, что человек, разговаривая с тобой, оглядывается по сторонам, знай, он хочет доверить тебе тайну или поручить что-то важное. То есть, если кто-то говорит с тобой и все время смотрит вокруг, значит, он хочет сказать нечто такое, что не предназначено для чужих ушей. Что касается доверительных разговоров, то не стоит открывать свои тайны каждому. По этому поводу пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пока тайна хранится в тебе, она твой слуга. Но как только ты расскажешь ее другому, то становишься рабом этого человека». Очень мало людей, которые способны хранить твою тайну в своем сердце и не передавать ее дальше. Не забывайте об этом. Поэтому не следует делиться своими секретами с каждым встречным. Даже перед тем, как рассказывать свой сон кому-то, нужно подумать, достоин ли этот человек интерпретировать мой сон. Ведь сны тоже нужно доверять только хорошим людям. В наше время трудно найти человека проницательного и разумного. Иногда слышишь слова вроде бы правда, но звучат как ложь. А иногда ложь выглядит как истина. Стало очень сложно различить, что перед тобой – правда или обман. И от этого люди все чаще теряют уверенность даже в самих себе. Именно поэтому мы слабеем духовно. Жизнь, путь, поведение и отношение пророка, мир ему и благословение Аллаха, к людям – все это огромный пример для нас. Недаром ученые говорили: кто живет по сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на 100%, тот будет на 100% счастлив. Кто следует ей наполовину, будет счастлив наполовину. А кто живет по ней лишь время от времени, то и счастье испытывает лишь иногда. Знаете ли вы, сегодня причиной большинства болезней, человеческих страданий, войн, бедствий и несчастий в мире является одно: мусульмане перестали следовать сунне нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха. В мире живет около 3,5 миллиарда мусульман. Ислам – одна из самых быстро растущих религий, и с каждым годом тысячи людей принимают ислам. Но разве не удивительно, что даже неверующие сегодня поддерживают мусульман Палестины? К чему я это говорю? Мусульман стало больше, тех, кто совершает поклонение, тоже. Но несмотря на это,
все больше людей остаются одинокими в своих сердцах. Они не хотят ни с кем быть рядом, не хотят говорить, не ищут братства. Смотришь, мусульманин молится, но в его сердце нет полноты, нет живого духа. Да, стало больше тех, кто носит бороду, одевается по сунне. Но когда рядом одного бородача высмеивают 5 других, кто встанет на его защиту? Сегодня мусульмане разделились на тысячи групп и течений. А знаете почему? Потому что сердца перестали быть едиными. Исчезла жизнь, по примеру пророка, мир ему и благословение Аллаха. И самое печальное, тех, кто стремится объединить сердца, живя по его пути, сегодня осуждают и не принимают. Поэтому, мой дорогой брат-мусульманин, давайте изучать благонравие нашего пророка, мир ему и благословение, учиться жить так, как он учил нас. Я рассказываю вам о достоинстве этого и стараюсь объяснить по-кыргызски, чтобы вы поняли. Конечно, я мог бы говорить о намазе, но ведь вы и так знаете, что его выполнение является обязанностью каждого мусульманина. Но разве не замечали, когда в сердце нет любви к намазу, человек вскоре оставляет его? Почему исчезает эта любовь? Потому что в нашей жизни нет сунны пророка, алейхиссаляту вассалям. Мы огорчаемся из-за каждой мелочи, тревожимся о мирских вещах. Так ведь? Но если вдруг пропустим один намаз, задумываемся ли мы об этом? Нет. Если человек богат, но не выплачивает закят, тревожится ли он об этом? Тоже нет. Так когда же мы начнем задумываться по-настоящему? Когда впустим жизнь пророка, мир ему и благословение, в свою собственную жизнь? И когда я говорю «жизнь пророка», я не призываю вас возвращаться на 1500 лет назад. Ислам – это универсальная религия. Даже если человечество полетит жить на Марс, сунна все равно не потеряет своей актуальности. Пусть ваши дома станут умными, пусть жизнь станет современной и удобной, но без веры, без религии прожить все равно невозможно. Говорят, Япония опережает нас примерно на 180 лет. Там, кажется, уже не осталось ничего, что можно было бы еще придумать и построить. Даже дороги у них особенные. Они заряжают электромобили прямо во время движения. Дома получают энергию прямо от солнца. Так далеко они продвинулись в развитии. Продолжительность жизни людей там тоже очень высокая. Количество тех, кому за 100 лет, растет с каждым годом. Но посмотрите по уровню самоубийств, они тоже впереди всех. Когда у людей спрашивали, почему вы хотите умереть, они отвечали, потому что мое сердце не находит покоя. Им пытались помочь. Включали мантры, не помогает. Давали послушать христианские колокола, снова отказ. Но когда им поставили чтение Корана, через 2 минуты они заплакали и сказали, что это? Им ответили, это Коран, слово Аллаха, священная книга мусульман. И многие после этого принимали ислам. Поэтому сегодня число мусульман в Японии растет. Люди, живущие в мире нанотехнологий, находят покой в исламе. А теперь посмотрите на нас. Мы мусульмане с рождения. Это в нашей крови, в нашей истории. Но, к сожалению, мы все чаще стремимся к жизни тех, кто, несмотря на все технологии, не находит смысла и покоя. Нет, не забывайте, наше истинное развитие и прогресс начнутся только тогда, когда жизнь пророка, мир ему и благословение Аллаха, полностью войдет в нашу жизнь. До тех пор человек не достигнет настоящей цивилизации. Потому что культура, эстетика, этика – все это невозможно без пути, которым шел наш пророк, алейхиссалату вассалям. Поэтому давайте воспитывать наших детей в духе веры и ислама. Но я всегда говорю, нужно не только давать детям иман, но и самим укрепляться в нем. Знаете почему? Потому что миру нужны врачи с верой, агрономы с верой, водители, таксисты, пастухи, космонавты, президенты, полицейские, футболисты с верой в сердце. Нам нужны верующие люди в каждой профессии. Ведь не все станут имамами или учеными. Если в мадресе учатся 1000 учеников, то лишь 10 из них завершают обучение. Каждый из нас несет ответственность стать причиной того, чтобы хотя бы один человек пришел к вере.
Мы, отцы, давайте учить своих детей иману. Пусть потом они станут врачами, торговцами, кем угодно. Главное, чтобы в их сердцах была вера. Научи его вере, и пусть потом путешествует по всему миру. Если в его сердце есть иман, он не совершит греха. Он не совершит греха, и все равно вернется туда, откуда вышел. Значит, мы должны жить по пути, который указал нам наш пророк, алейхиссалату вассалям. Allah razı olsun.